Уборка урожая – это самая ответственная часть и самая важная в августе месяце для каждого садовода и огородника. Здесь нужно не только вовремя собрать весь урожай, но и, конечно же, обеспечить ему достойное хранение, для того, чтобы потом в течение зимних вечеров все ваши труды радовали вас и ваших домочадцев. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе», и сегодня мы будем собирать урожай, причем мы будем собирать урожай клубники. Я думаю, это будет очень вкусная съемка, так что оставайтесь с нами и всем вкусных ягод! Испытано на себе. А что мы сегодня будем делать? Сегодня мы просто пробежимся. Здесь, значит, по этой клубнике. Это у нас сорт Шарлотта. Вот. Некоторые его преподносят как эталон вкуса. Мы любим все вкусное и свежее, поэтому как же без него, без эталона, потом начали ориентироваться. И мы теперь, приняли его за эталон вкуса. Вот. По этой причине мы любим сажать этот сорт. Сейчас, значит, мы будем делать, пробежимся, это значит, мы сейчас будем удалять все лишнее с растения, чтобы все нужные соки у нас шли в ягоду, а не куда-то там на развитие там каких-то других кустов и так далее, допустим, это я вам говорю про пасынки. Также старые листья будем удалять, если мы их найдем, засохшие завязи, вот они. Видите, да, это вот засохшие завязи. Вижу. Вот, да. Что с ней делать? По какой-то причине. Мы их отрезаем, прямо вот так вот, не боимся. И пока выкидываем... ягодку? Не знаю. Ягодка не надо. Так, мы их потом будем собирать это все и выкинем. Хорошо. Пока все бросаем сюда. А вот это вот что за пустая веточка? Так, вот это и есть у нас пасынок, да, вот пошел. Вот, куст, он, знаете, клубника, она стелется. То есть это бесполезная ветка, которая не плодоносит, а просто, наоборот, все полезное, да, вытягивает? Да, в каких-то там других регионах, может быть, из нее будут делать рассаду для другого куста. У нас такой цели, да, можно. А у нас такой цели нет, у нас цель собрать побольше урожая. А вообще вот эта вот Шарлотта, она как скоро поспевает в наших северных регионах, районах с нашей зимой, и сколько раз она плодоносит за сезон? Так, вот этот у нас сорта посажены, все ремонтантные. Вот ремонтантные. Это что значит? Ремонтантные, они отличаются от традиционных сортов. То, что традиционные сорта, вот есть ранние, поздние, средние, да, допустим. Вот Я знаю, ранние, они уже в середине мая, да, по-моему, дают? Где-то там на юге России, наверное, да. Но у нас в середине мая еще холодно. Вот. В отапливаемых круглогодичных, да, конечно, почему. Средние сорта у нас собирают где-то в июне, и поздние сорта у нас собирают в августе. Они плодоносят где-то примерно 2 недели, может быть месяц. И все, и круглый год у вас просто стоит ботва. А на зиму с ней что происходит? А ремонтантные вот эти сорта мы собираем в течение лета, понемногу. Там отдача в течение 2 недель большая, массовая идет, а здесь понемногу, по мере созревания. Вот средний куст, вот, да, допустим, вот он, как я его вижу. Вот сколько за него за сезон можно собрать ягоды? Так, знаете, это тоже от лета зависит все. Вот. Я в прошлом году собрал 300 грамм с куста, скажем так. Да? Это показания очень средние, скромные, можно сказать. Для Якутии или по среднему по распространению? В среднем по России. Так, где лето длинное, там килограмм собирает 1,5. С одного куста? Судя по видео, я не знаю, действительно. Может быть, привирает, да? Это как это, знаете, у нас тоже попадаются такие, как рыбаки, там рыбу поймают, и с каждым разом она все больше и больше получается, когда рассказывают, какую рыбу он поймал. А зимой что происходит с этими кустиками? Их накрывают или их выкапывают куда-то на перезимовку выбрасывают? Лично наше хозяйство делает, просто их выкапывает, и все. В следующем году мы сажаем свежую новую рассаду. То есть эти, они, в принципе, себя за лето отрабатывают и потом в утиль? Да, потом в утиль. Вот. Какой год считается неурожайным для клубники? Какие показатели? Какие показатели? Знаете, я вот занимаюсь всего 4-й год клубники. И поэтому я
Не могу вам точно сказать. Мгм. Ну, нету такого опыта просто. Божечки, она такая вкусная. Ну вот из того опыта, из того опыта, короче, мне вот некрасивые попадаются, Мгм. я их ем. Ну, если они нормальные, просто Мгм. некрасивые. Ну, Вот. это то, что не идет на продажу чисто с эстетической точки Да, зрения, да? второй сорт как бы. А вообще вот от чего это зависит? Там как раз-таки вот, можно сказать, ну ладно, назовем их так, клубнички-уродцы, которые не попадают под Да, стандарт, они да, такие да, неладные, да. нескладные со всех сторон. Мгм. Это от чего-то зависит или это все индивидуально, как получится? А, Зависит это неравномерный полив, питание, перепады температур. Потом опять же какие-то насекомые могут помешать. Вот. А вот конкретно с нашей республикой связаны вот какие-то особенности, которые есть только вот у нас. Ну, понятное дело, что у нас не как в средней полосе России, не в южных краях, да, где круглогодичное лето, и там только какие-то стихийные бедствия могут помешать сбору урожая. У нас какие дополнительные есть еще сложности? У нас дополнительные сложности это, ну опять же, у нас резкие перепады температур. Вот. Как спасаться? Как спасаться укрывным материалом, допустим, или затенение идет у нас, ну тоже от солнца, например, жаркого, да, Мгм. затенение. Вот. Ну такие нюансы есть у нас. Потом у нас лето очень короткое, ну 2 месяца, грубо говоря, да. Мгм. В редких случаях 3 месяца бывает у нас лето. Поэтому мы уже, когда лето начинается, у нас материал должен быть ну, максимально готовым, да, к тому, что он вот быстрее начнет плодоносить. Потом у нас такой нюанс есть, это как длинный световой день, например. Мгм. Это ну, белые ночи. Вот. Вы устраиваете им искусственную ночь? Нет, но мы хотим устроить в следующем году, да. Ага. Посадить ранний сорт, Мгм. ну и посмотреть, да, вот как это. Это нам придется вечером накрывать темным этим каким-то материалом, ну акрил скорее всего, то что на мульчу используем. Утром вставать, открывать, ну короче искусственную ночь устраивать. А бывает такое, что лето недостаточно солнечное? Да, бывает. В прошлом году, допустим, оно было достаточно дымное и Мгм. продолжительное время, да. Ну, ну, как раз таки, да, вот где солнца недостаточно. Клубника, она, знаете, она, ну, это вообще правильное название садовая земляника. Мгм. Земляника у нас чаще всего встречается, ну, в лесу, да, где-то вот на опушках, где есть, Да. присутствует тень. То есть, В низинках таких да, влажных. да. То есть у нас как бы солнце это, много солнца это не критично, да, вот, ну, как бы для клубники даже наоборот, наверное. В каких-то моментах надо чуть притенять, наверное, когда слишком яркое солнце, Мгм. много солнца. Ну, на открытом месте, допустим. Оптимальная температура, вот, наверное, для многих растений это 21-25 градусов. Мгм. Вот. Ну, для теплолюбивых, конечно, там 30-35, там, может быть, для арбузов тех же, допустим. Все то, что вы выращиваете, вы сразу как бы, ну, реализуете на продажу. Да, да. Она именно сезонная идет, то есть до последней ягодки, так скажем, или же все-таки есть у вас какие-то там, ну, холодильники, может быть, для хранения, для того, чтобы недозревшую, которую вы собираете с последними, там, с последними неделями августа, потом зимой, это же прям, это же круто на новогодний стол поставить свежую клубнику. Знаете, скажем так, рынок клубники, он не такой насыщенный, допустим, да, вот если по Мгм. клубнике судить, то ну, практически ничего не остается. Вот сколько собираем в день, столько и продаем. Очень часто бывает так, что не хватает. Вот. Поэтому мы даже и не заключаем договора поставки там, с другими производителями, Мгм. вот, потому что ну, не хватает клубники. Вот. А по другим культурам, там, допустим, ну, в основном вот то, что у нас может остаться, это картошка, капуста, Мгм. морковь. Ну, и, как правило, у нас до Нового года уже ничего не остается. То есть, а там не нужны холодильники, там нужны у нас, получается, складские, ну, овощехранилища. Мгм. А вообще, вот как вот, что вот, после чего вы действительно решились именно попробовать такую, можно сказать, я не знаю, ну, южную ягоду в наших северных условиях?
Ну, она не настолько южная ягода, потому что у нас достаточно много, да, земляники в лесу Но она тоже произрастает. сезонная, у нас же конец Да, июня. да, 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 конец июня, да. когда Это, все массово берут отпуска, там да, это едут вот, во наверное, средний Львов. сорт, да, наверное, если вот так судить. Вот эти Ранний, средний. маленькие, Ну. такие вкусненькие. А я вот еще слышала, что все те, кто занимаются огородами, какими-то садовыми культурами, они очень суеверные такие люди, ну или как минимум они точно отслеживают фазы Луны. Здесь такое работает? Нет, здесь такое не работает. Здесь работает наука. Мгм. И, ну, по поводу суеверия, ну, у нас семья верующая, поэтому мы как бы такие вещи просто игнорируем, и Мгм. все. Вот, ну, есть, конечно, какие-то там влияния, да, допустим. Говорят, на растущую Луну, если, по-моему, что там, как там, не пикируют их, что их там делают? Опыляют их, то тогда урожай будет больше. Я вот даже такое слышала. Вот у ученых, ведущих ученых, которые занимаются селекцией, такая огромная зарплата, там, не знаю, 50 тысяч долларов в месяц, Мгм. наверное. Почему они нам рекомендации не дают, когда семена продают там, да, допустим, капусту не сажать в полную фазу Луны. Они нам дают сертификат, где говорится 98% схожесть, как, ну, в какое время вы не посадите, да, вы Мгм. получите, ну, если все делаете, конечно, ну, профессионально. Мгм. Все. Ну вот, Ответил, да, на этот вопрос. ну вот сельское хозяйство в Якутии как раз-таки, оно живет буквально, может быть, наверное, после 90-х, когда закрылись все эти совхозы, когда поставки прекратились, то есть местным Да. жителям пришлось как-то самим выкручиваться. Да, да, да. Ну вот, и как-то методом тыка, путем проб и ошибок как-то выбирать, да, ту самую овощную культуру. Но тем не менее, у вас уже сколько? Уже более 5 лет вы выращиваете арбузы. Причем я помню, 2 года назад я приезжала к вам на день арбуза, они были еще такие малюсенькие, такие миниатюрные, а сейчас прям полноценные, вот такие большие, по 5 килограммов, даже больше. Так, ну, там более 5 лет, более 15 лет мы выращиваем ой, арбузы, да. мгм. Размер арбуза зависит от сорта, от земли и от лета. Мгм. Вот. Потом, ну, не знаю, да, методом тыка, да, методом тыка. Потому что мы читаем агротехнику одну, там, она написана, как правило, для средней полосы России, да. Вот. Но они же не знают, что в Якутии тоже любят арбузы, да, и Конечно. из грядки, да, свежие. Мгм. Вот, они привозные. И приходится вот методом тыка этой технологии, вот, агротехнологию совершенствовать. Ну так пока натыкаешься до тех пор, пока добьешься результата хотя бы среднего, Да. это же сколько времени должно пройти? Но это не только времени, это еще и ресурсы. Да, материальные ресурсы, человеческие ресурсы. Вот. Но это все стоится, вознаграждается, если ты доходишь до конца путь, да. Поэтому я вот говорю, упорство это просто неотъемлемо. Если у тебя его нету, то все, иди там, не знаю, куда-нибудь в другое место, там, Мгм. где оно не требуется. Мгм. А здесь вот оно, да. Ну, благодаря им вы вот ко мне приехали, не кому-то приехали, да. Ну да, как Да, бы мы частенько к вам благодаря ездим. вот этим арбузам, этому упорству, вот люди к нам едут на ярмарку. Ну, особенно, да, как бы, ну, пользуются спросом. Ну, вообще, как бы в крови любого жителя, я не знаю, там России, да, вот как бы, я не знаю, наверное, еще с крестьянских времен, это же где-то у нас там на генетическом уровне заложено именно работать с землей, возделывать, Да, да. собирать урожай. Да, да. Сейчас насколько это актуально? Потому что я помню, вот, допустим, наше поколение, Мгм. рожденных в 90-е, то Да. есть они уже как бы, они были последними теми Да, людьми, да. которые страдали на огородах родителей Да, и говорили, зачем мне это, вырасту, буду покупать. да. Сейчас это возвращается наоборот, то есть люди понимают, что действительно самим, когда собственными руками все это делаешь, каждый кустик окучиваешь, и потом у тебя это на столе. Это снова как-то приобретает актуальность? Ну, пока нет, вот, ну, в таком массовом, да, понимании, вот как это было в 90-х, да, у нас Мгм. там. Это Все была там, картошку необходимость. копать, там, там и окучивать все, там, ну, как бы, ну, когда тебе говорят, делают предложение, от которого нельзя отказаться. Такого сейчас нету. Вот, ну, я даже не знаю, как бы, сейчас за эти года
ну, мир настолько изменился, популярны стали настолько профессии, там, что там на сельскохозяйство даже и не смотрят. Вот, как бы, ну, молодежь, я имею в виду. Мгм. Ну, сейчас у нас самое популярное это IT-технология. Да, ну я не вижу в этом ничего плохого, но просто нужно понимать, что вот их там 100 миллионов, допустим, и из них добиться успеха там, ну я не знаю, допустим, ну, человек 10, наверное. Если тебе нравится это, ты готов к этому, почему нет? Ну, кто-то должен этим заниматься. А сельское хозяйство это, ну, во-первых, это непредсказуемость. Да я сам не думал, что я буду сельскохозяйством заниматься. Я думал, где-то в офисе буду сидеть, да, у меня будет куча фирм там и так далее, да, разными видами бизнеса. Но, в принципе, сельское хозяйство это не единственный мой бизнес, чем я занимаюсь. Вот, поэтому так и есть. Просто вот на этой работе я отдыхаю, да, допустим, а там у меня сплошной стресс там и так далее. Вот. Я даже заметил над собой, что я убегаю с той работы сюда быстрее, да. Вот. Делегирую больше ответственности на ту работу, да, там, как бы, там, ну, все поставишь, ты просто контролируешь. Как бы. А здесь как бы полет для творчества, фантазии, ну и глаз отдыхает вообще. Сейчас же у нас очень много таких государственных программ, которые как раз-таки для молодых семей, и они дают все возможности, чтобы люди из бетонных вот этих коробок, они переселялись Чтобы на свой молодежь, участок. молодежь не уезжала из села и так далее, развивала его. Да, ну это правильная политика. Да. Город, ну, демография поднимает село, не город. В городе плачевная демография. Если мы не будем заботиться о селе, как бы, да, ну, мы тогда когда-нибудь рано или поздно вымрем, или нас заменит кто-то, другие нации более плодовитые. Ну, кроме строительства частного дома, там, ну, ладно, поначалу, там, может быть, первый год, пока молодая пара, там, пока либо детки маленькие, они сначала цветами все засаживают, а потом уже начинают думать. Да. Там, может, морковочку свою, может, петрушку, там, укропчик. Ну вот, допустим, в Америке, я вот сейчас не помню, я давно статистику читал их, там 10 или 4% фермеров обеспечивают всю Америку, ну, не, ну некоторыми видами продуктами, там, томатами и так далее. Вот. Ну, у нас то же самое примерно будет с нашими землями, с нашей пресной водой, я не знаю, нам не надо всю Америку обеспечивать, нам полмира давайте. Ну, это так, да. У нас как бы ученые, биологи, они тоже не стоят на месте, и у нас, в принципе, производят какие-то геномодифицированные томаты те же самые, продукты. Смогут ли, я не знаю, помидор с флешки вытеснить как раз-таки помидор с плантации? Нет, не смогут, да. Я опять же говорил, у каждого продукта есть свой покупатель. Да. А традиционное органическое земледелие, ну, его ничего не заменит, да. Ну, единственное, что можно заменить там IT-технологиями, да, это, ну, робота какого-то там создать, но все равно теплоту человеческих тут ничего не заменит. Ну, как он ухаживает за растением, ну и отдача, соответственно. Ну, так что я положительно к науке отношусь, потому что, ну, все равно продовольственный кризис, наверное, о котором ученые, да, говорят, то, что население растет. Ну, ученые, наверное, не зря свой хлеб едят, и, наверное, такое возможно. Да, поэтому я только за. Да. А мы будем, Россия будет элитой. Вот. Производить только элитные в пустыне, там на флешках выращивать, воду опреснять. А у нас будет все органическое и вкусное. Но Земля это же тоже ресурс не бесконечный. Ему надо как минимум отдыхать. Ну, для этого существует севооборот. Что это значит? Севооборот и восстановление плодородия, ну, земли, как бы. Это означает, то, что, ну, как бы культуры нельзя сажать одни и те же культуры на одно и то же место, чтобы, ну, одни и те же минералы оттуда? Все верно, да, и не копились болезни с вредителями, да, допустим, в почве. Вот. Поэтому обязательно надо делать севооборот. Также можно сажать такие культуры, которые обогащают почву. Это сидираты называются. Это кто к ним относится? Ну, к ним относится ячмень, допустим, соевый, ну, соевые все, по-моему, относятся. Ну, много сидиратов, да.
То есть вот в этой теплице, допустим, несколько лет порастет клубника, а потом сюда могут Нет, посадить здесь мы помидорки. используем другую технологию. Эти теплицы у нас стационарные, то есть и как бы грунт всегда используется. Поэтому, когда у нас сезон заканчивается, мы этот грунт выносим Мгм. и заносим новый грунт. Грунт делается в основном из перегноя, Мгм. с землей смешивается. Те же И- самые листочки, да, отжившие. Ну, мы используем конский еще. Мгм. Да, он считается самым лучшим. И, ну, привыкли вот с самым лучшим материалом работать. Мгм. И продавать самым лучшим покупателям самую лучшую ягоду. Мгм. Шучу, это реклама маленькая. А что касается вот этих последних технологий от вредителей, там распылять, там колорадские жуки. Технологии сейчас идут в сторону биотехнологий. Мгм. Вот. Что это значит? То есть используется, если раньше вот использовалась жесткая химия, скажем, вот Мгм. 70-е годы, да, 50-е, как они выжили, наши старики, я вообще не представляю. Вот Ну мы вот как-то я, подрастаем. да, и меньше болели еще. Вот. Сейчас там на половину препаратов, даже больше половины препаратов, оно под запретом. Мгм. Вот. И на рынок появляется все больше органических препаратов, которые основаны на полезных микробах, минералах и так далее. Вот. Микроэлементах, макроэлементах. Мгм. Вот. Но это просто бум сейчас какой-то, да, вот идет. Как-то сторону. экоосознанность Да, называется, экоосознанность, да. Ну, опять же, наверное, вот глобальное потепление мы все чувствуем. Да, Но это все этим дается летом мы знать, да. И почувствовали. вот, наверное, все идет к тому, что человечество стремится больше, такому натуральному, Сохранить то, что экологичному, осталось. да, возрождаемой энергетике и так далее. Ну, так что. Несмотря на то, что вся работа происходит сидя, в принципе, тепличка, она очень такая узенькая, и затекают с непривычки ноги, но это очень вкусно, потому что результат вот такие вот ягодки, вот почему я их ем, это не потому, что я с голодного севера. Вот эти ягоды, они как раз-таки не попадут в общую коробку, которая уйдет на продажу, потому что, сами видите, они не имеют такой эстетической формы, но тем не менее они очень вкусные. Для того, чтобы отобрать ягоду, которая уйдет на сбыт, она тоже должна обладать и подходить под определенные стандарты. Именно она должна быть ровной, она должна быть красивой. А также ягоды преимущественно продают вместе с плодоножкой, они ее оставляют. Есть те, которые с эстетической точки зрения продаются без этого. То есть плодоножка полностью убирается. И вообще на этапе сбора всегда идет сортировка. Средняя, большая, маленькая. И она раскладывается по отдельным коробкам для того, чтобы как раз-таки разного размера ягодки, они уходили на продажу. При этом сортируются какие-то идет второсортные, которые можно будет использовать для того, чтобы делать варенье или также продавать ее за полцены. Или же вот те самые красивые, они могут уйти на рынки нашего города, в магазины, в супермаркеты, либо некоторые предприниматели заключают договоры вместе с ресторанами, куда они идут как раз-таки для украшения каких-то кондитерских изделий или же коктейлей. То есть каждая ягодка, она идет в производство. Ну а та, которая не прошла фейс-контроль, она, она достается мне.
Ну что, друзья, наша съемка подошла к концу, и как результат нашего сегодняшнего съемочного дня, это именно наш урожай клубники, который мы сейчас привезем и угостим всю нашу съемочную группу. Друзья, увидимся с вами в следующих выпусках и расскажем вам много нового и интересного. Всем пока! Испытано на себе.